Здравствуйте, уважаемые зрители. Я Алмаз Таджибай, представляю гражданское движение за эффективность развития. Хочу поздравить от имени нашей организации, поздравить вас с Новым годом, наступившим 21-м. Желаю, чтобы все ваши мечты сбылись и крепкого здоровья. Мы сегодня обсуждаем тему о инклюзивном образовании в Кыргызстане. И для этого мы пригласили нашу передачу, гостей нашей передачи. Справа от меня Мамбетова Салтанат Столбековна, она ведущий специалист дошкольного образования Министерства образования Кыргызской Республики. Спасибо, что вы пришли, уделили время. Дальше у нас сидит координатор Кыргызстан Валентин Ильич. И Анара Надирбекова представляет фонд Евразии в Центральной Азии. Спасибо. Еще раз поблагодарить и поздравить наступившим Новым годом, что этот Новый год крепкого здоровья и процветания образования. Вы вот много лет работаете. Мы знаем, что постановлением правительства 2019 года, где была принята программа о инклюзивном образовании, там 360, да, и вот прошло первый этап. 2021 года начинается второй этап. Расскажите, какими достижениями мы вот за 2 года, ну, почти получается 19-20, к чему мы пришли, к какому рубежу? Да, спасибо большое за вопрос. На сегодняшний день действительно эта тема инклюзивного образования является очень актуальной. Как вы знаете, Кыргызстан ратифицировал Конвенцию о правах инвалидов в феврале 2019 года, и уже в июле постановлением правительства была утверждена концепция и программа развития инклюзивного образования на 19-23 года, а также план мероприятий по ее реализации. Конечно, последние 2 года, с 19 по 20 год, являлись годами, где шла работа над законодательной базой. Как вы знаете, к сожалению, до сегодняшнего момента у нас в законодательстве не было определения инклюзивного образования. Какие-то были статьи, в которых фрагментарно указывались эти нормы. На сегодняшний день у нас принят государственный образовательный стандарт в сфере дошкольного образования, в котором прописаны вопросы инклюзивного образования, дано определение, что такое инклюзивное образование, а также формы по сопровождению ребенка. Согласно плану мероприятий, у нас был проведен анализ законодательства, у нас разработаны несколько положений. Это положения, которые позволяют общеобразовательным школам работать с детьми с ограниченными возможностями здоровья. И эти положения на сегодняшний день проходят пилотирование в общеобразовательных организациях с подключением экспертов различных, а также специалистов именно по специальной педагогике. На сегодняшний день у нас в республике существует 18 специализированных организаций, в которых обучаются у нас около 3000 детей с ограниченными возможностями здоровья, и 14 специализированных дошкольных организаций, в которых обучается 1700 детей. У нас повсеместно сейчас открываются коррекционные классы, как вы знаете, да? Это является как бы переходным звеном до полной инклюзии. На сегодняшний день у нас функционирует 11 учреждений. Это из них 6 в городе Бишкеке, 4 в городе, 5 в Высокольской области, в которых открыты коррекционные классы. Охват детей у нас составляет около 700 детей. И, конечно, мы понимаем, что открытие коррекционных классов – это не инклюзивное образование, но если ранее ребенок покидал свою семью, разлучался со своими родителями и направлялся в специализированную школу и интернат далеко от своего места проживания, то на сегодняшний день и органы местного самоуправления, и органы образования идут к тому, чтобы на местах создавать услуги, это через открытие этих классов, для того, чтобы ребенок мог обучаться и получать на первоначальном этапе коррекционную поддержку. После окончания коррекционных классов 90% детей продолжают обучаться в этой же массовой школе. Спасибо большое. У меня вопрос Валентину Дичману. Я знаю, что вы с 90-х годов середины работаете в фонде Сорос. Очень много сделано для страны, донорской помощи. Да? Расскажите еще нашим зрителям, да, кратко организация в фонде Сороса, да, и какой вклад она делает, и, естественно, о программе инклюзивного образования.
Про фонд правительства сказать, только про инклюзивное образование. Кратко, потому что, чтобы зрители знали, что фонд ограничения, Сорос, да, вот фонд Сороса в рамках образовательной программы поддерживает инициативы как гражданского сектора, организации гражданского сектора, так и ту образовательную политику, которую на настоящий момент разработало Министерство образования по продвижению вот таких инклюзивных форматов в образовании, которые предполагают, что дети с особыми образовательными потребностями, для таких детей создаются условия, которые позволяют им обучаться в общеобразовательной школе. Работа наша заключается, если практически говорить, в том, что мы поддерживаем, с одной стороны, организации и те инклюзивные практики, которые существуют на уровне гражданского сектора. У нас достаточно много организаций. Я, например, встречался, наверное, около 40. Я сейчас точно не могу сказать, сколько организаций объединяет сеть Дженерик. Но я точно знаю, что около 40 организаций есть, которые работают именно по направлению поддержка, психолого-педагогическая, медицинская поддержка детей с особыми образовательными потребностями, детей с инвалидностью. То есть, с одной стороны, мы поддерживаем инициативы этих организаций, а именно те инициативы, которые направлены на то, чтобы помогать школам, помогать родителям, создавать эти самые достаточно необходимые условия, которые позволяют детям обучаться в общеобразовательной школе. С одной стороны, то есть через конкурс. С другой стороны, мы видим, что эти практики достаточно успешные в гражданском секторе существуют, но они носят такой, скажем, это все еще инициативы родительские в основном, да, и даже если это успешные практики, для того, чтобы они тиражировались, для того, чтобы они получали вот это системное измерение, тут необходима роль государства, и вот государство как раз-таки занимается разработкой этой образовательной политики новой и ее внедрением. И тогда следующая часть нашей работы, да, про первую я сказал, что это поддержка вот этих инициатив гражданского сектора, это содействовать уже органам государственной власти и гражданскому сектору в том, чтобы эти успешные практики тиражировались, становились образовательной политикой актуальной. И уже не носили такой вот локализованный характер инициативных родительских групп, да, и организаций гражданского сектора. И вот это второе направление работы, да, тогда. То есть здесь мы уже поддерживаем инициативы, собственно, как министерства и гражданского сектора. Например, концепция, которая разрабатывалась, в ней участвовали в том числе и мы. Но здесь просто нужно сказать, здесь сейчас в качестве донора фонд Сороса сидит и вещает, но в этом участвовали много организаций. Я вот даже сейчас начну перечислять и боюсь, кого-нибудь не назову, потом будут обиды, но были большие проекты Европейского Союза, были проекты Азиатского банка развития, ЮНИСЕФ в этом участвовал, ЮСАИД участвовал. Султан Салбековна, подсказывайте, потому что я коллег не хочу обижать. Да, то есть... Да, партнеры. И, собственно говоря, для донорского сообщества это было крайне важно, потому что мы тоже понимаем, что даже если где-то есть успешные практики, без государственного финансирования, без государственного политического, административного участия, они так и останутся локальными практиками. Поэтому случилась концепция. Сначала мы, как донорская организация, двигались следующим образом. Давайте посмотрим, какие практики есть, какие из них успешны. Давайте содействовать тому, чтобы они распространялись, для того, чтобы люди, которые этим занимаются, свои компетенции повышали. А дальше будем смотреть, как нам из этих разработанных практик собрать целостную модель, с которой можно уже обсуждать с министерством, потому что, чтобы они понимали, если мы продвигаем на уровне государственной политики какую-то модель, мы понимаем, что она работоспособная, что требуется для того, чтобы она заработала в плане ресурсного обеспечения, кадрового обеспечения и так далее. И вот на этом уровне как раз-таки и случается то самое, назовем это партнерство, да, когда с одной стороны государство, с другой стороны гражданский сектор, который держит те инициативы и практики, и донорское сообщество пытаются совместно уже продвигать некоторые работоспособные модели. Я надеюсь, партнеров, да. Да, можно добавить, да? Не нужно думать, что
Есть много общественных организаций, вот сеть Жамырык, которая существует на протяжении многих лет, которая объединила в себя организации, которые работают с детьми, имеющими особые образовательные потребности. Но, как вот тоже было подчеркнуто, Валентина, она носила фрагментарный характер. И вот эта вот концепция и программа развития инклюзивного образования, она позволяет собрать все те успешные практики, которые есть, и уже его реализовать на национальном уровне. То есть, скажем так, что сейчас мы уже идем к логическому завершению того, что в нашей стране уже, скажем так, на протяжении 20 лет, да, работали многие организации, наши международные партнеры, уже вот там Валентина Карловича, я уже, по-моему, больше 10 лет знаю, да, с которым мы очень активно работаем. И я думаю, что у нас уже к 2023 году те результаты, которые были заложены в программе, уже будут достигнуты. Ну, об этом, что у нас заложено, я чуть попозже расскажу. Спасибо. Мы выяснили, что в течение 20 лет и последние, когда программа была принята в 2019 году, уже 2 года, первый этап довершился, но было понятно, чтобы люди понимали, что такое инклюзивное образование, потому что многие не представляют, и представляют, если представляют по-разному. Потому что и вот я хотел бы, Анара Надирбекова, вам задать вопрос. Фонд Евразии в Центральной Азии, а именно в Кыргызстане, какими программами, да, какой ваш вклад, да, вот в эту область? Расскажите, пожалуйста, об этом. Спасибо большое, Алмазбеке. Здравствуйте, еще раз с Новым годом. Мы на протяжении 10 лет работаем в сфере развития инклюзивного образования в Кыргызстане. Действительно, очень много уже сделано. Мы первоначально задавались вопросом, как вообще идея возникла развития именно этого сектора. Пытались трудоустроить людей с инвалидностью на работу. К нам очень много донорских организаций обращалось, бизнес-сектор обращался для того, чтобы тоже оказать свое содействие в трудоустройстве людей с инвалидностью. На тот момент наш фонд уже имел опыт раздачи стартапов различного рода для малоимущих семей, среди которых были и люди с инвалидностью. И на тот момент мы поняли, что таких людей, которые хотели бы зарабатывать сами на свою жизнь, не было. Либо они нас подводили. Мы за них ручались, готовили пакет документов, организовывали встречи с работодателями, но они нас подводили. Они не нарушали трудовое законодательство, либо просто не считали нужным выходить или же отдавали приоритет получению пособий и оставаться на иждивенческих позициях. И в этой связи у нас одним из первых доноров, спасибо Фонду Сорос Кыргызстан, первый проект был поддержан Институтом открытого общества. С 2010 года мы запустили первый проект после завершенного исследования, после событий 2010 года, где мы видели, что из-за того, что люди с инвалидностью, они как-то зависимы от членов своих семей, если с ними что-то не так, то они тоже становятся еще более уязвимыми. И события 2010 года на юге, когда мы раздавали гуманитарную помощь, среди 4000 опрошенных мы увидели, что надо все-таки вкладываться в образование людей с инвалидностью и как можно с раннего периода. Первый проект был в 2010 году, и с 2010 года партнерство с рядом местных неправительственных организаций в 7 областях страны мы впервые начали задумываться о создании ресурсных центров инклюзивного образования. Такие центры были для нас инновационными, и наша задача была то, что специализированных школ то есть садиков для детей с инвалидностью нету. Не во всех областях они сохранились после развала Советского Союза, и нам нужно было искать альтернативные методы. Внедрять школу или садики, да? Да, в садик они не ходили, родители не знают, как заниматься, потому что у нас услуги все заявительный характер носят. В сфере медицины
не было обеспечено достаточной консультации по раннему вмешательству и раннему развитию. Сейчас мы можем об этом говорить, рассказывать успешные примеры, но на тот момент не было консалтинговой службы, которая могла бы как-то, и даже не было неправительственных организаций родительских, вот, сильных, которые могли бы на местах оказывать консультативную помощь для других родителей. И мы создали ресурсный центр инклюзивного образования, тоже при поддержке фонда «Совесть Казахстан». И вот как раз Салтанат Калбековна курировала весь этот процесс. Я думаю, что очень важно в этом процессе не занимать оппозиционную позицию, а, учитывая все ресурсы, использовать все, что есть, и нынешние вот возможности, и построить диалог. Только путем диалога с государством, донорским сообществом мы могли на тот момент вот успешно вот создать первый ресурсный центр. У меня вопрос как раз сопутствующий. Да. Скажите, все-таки какие достижениями вашего проекта можете похвалиться или какие трудности или там неудачи были? Трудности есть, но мы их как челлендж, как возможности воспринимаем. На данный момент у нас достижений действительно много, потому что 10 лет прошло. Вот буквально в этом году мы можем сказать, что все 10 лет вот мы занимались, вот, одно из ведущих направлений нашего фонда как раз-таки является развитие инклюзивного образования. Ну вот Нет. Всем ли хватает вот ваша группа, да? Всем ли хватает, я сейчас отдам, всем ли хватает, то есть, заняты инклюзией, потому что я знаю, многие у нас лица с ограниченной возможностью здоровья, да, они как бы оторваны, сидят в 4 стенах, и они даже не знают каких-то своих прав или возможностей. Да? Большой охват. Вот какой охват целевой группы? Сейчас у нас охвачены все области, но пилот у нас идет в 3 областях. В 3 областях: Нарынская, Чуйская и Волжская области. Все эти области не случайно выбраны. Эти области выбраны исходя из тех факторов, что Волжская область – это 2-я центральная область, Бишкек – это вот самая центральная зона, Чуйская область, получается, и Нарын – самая отдаленная область, где не было представлено никаких условий для людей. Они только вот в областных центрах или они в каждое вот село, потому что, как бы район, вот какая география, да? Вот. География, учитывались несколько факторов. То, что в городе, где будет реализовываться пилот, нету ни одной школы специализированной, нету ни одной вот неправительственной организации, нету других специальных условий до момента пилотирования. То есть в естественных условиях, где нет альтернативных, мы пытались создать вот эту модель. И эта модель существует уже 9 лет. Если мы говорим о том, что проект начал 10 лет, реализуется 10 лет, наш пилот 9 лет пилотируется. Спасибо, Салтанат Калбековна. Скажите, на самом деле работало министерство над законопроектами, да, чтобы по поднятию. Но я знаю, есть внутреннее сопротивление сторонников за инклюзию в каком-то виде, чтобы каждую школу на месте учащихся ходил или в садик, да, но они не принимают, потому что нет для этого не подготовлено специалисты, у нас даже денег нет, мы не можем покрыть на социальных работников из бюджета, да, во все школы, да, не говоря о специалистах, которые будут работать в каждой школе инклюзии, да, вот. Очень много программ, еще если у нас на каком уровне методика для них, вот именно для инклюзии, тем более они же разные, разновидности лиц с ограниченной возможностью здоровья, там, допустим, ДСП имеет там 16 разновидностей, да, поэтому если у нас потенциал специалистов для разработки вот этих специальных программ, да, и если готовность школы принимать, да, чтобы не ездить или не отправлять в том позиции, и какая позиция, допустим, не разломаем ли мы специалистов, которые и так
они вокруг наших специализированных учреждений, да, как это Сокулка речевая, да, и краснореческая, да, где каких-то уже база есть. На одного ребенка 16 специалистов работает коррекционных. Если мы их вытащим на школу, то есть ли гарантия, что они окажутся от тех услуг, которые дают эти специализированные школы или интернаты, как привыкли говорить. Расскажите. Ну, я в первую очередь хотела бы немножко дополнить Анару, да, она поскромничала по своим результатам. Да, вот про ресурсные центры рассказали. У нас еще при поддержке фонда «Сорос Казахстан» работает служба психолога и медико-педагогического сопровождения, тоже в 3 регионах. Они были также созданы по принципу, где нет специализированных услуг, где нет специалистов и где нет гражданского сектора, который работает в этом направлении. Также в 2017 году у нас на базе Крымского государственного университета имени Арабаева была открыта межвузовская лаборатория инклюзивного образования, которая на сегодняшний день показывает очень хорошие результаты взаимодействия студентов, родителей, которые имеют детей с ограниченной возможностью здоровья, преподавателей других педагогических вузов страны, которые получают все необходимые вопросы. Идет разработка различных методик, апробация именно на базе этой лаборатории. Также при поддержке экспертов был разработан государственный образовательный стандарт начального образования для детей с нарушением интеллектуального развития. Он прошел апробацию, сейчас находится на рассмотрении в Кыргызской академии образования. То есть, скажем так, утвержден, да? Вот это 4-й. Да. Вот мы буквально, получается, после зимних каникул мы не виделись, да, он утвержден, и я думаю, что сейчас мы уже начнем активно работать. То есть у нас, возможно, кому-то покажется, кто сегодня нас слушает, что у нас небольшие результаты, но мы считаем, что это для нас, именно в сфере инклюзивного образования, это очень большие достижения. А согласно вашему вопросу, действительно, у нас очень мало педагогов, именно специалистов, которые работают. Если раньше, лет 20 назад, тот же Арабаева, который у нас является единственным институтом, который сейчас готовит специалистов, был очень большой конкурсный отбор, то сейчас, конечно, не вся молодежь хочет работать с особыми детишками, к сожалению. Но мы проводим большую информационную кампанию среди населения. Если ранее, несколько лет назад, когда был опрос социологический, многие граждане говорили, что, возможно, не всегда школа примет такого ребенка, или мы бы не хотели, чтобы в классе с моим ребенком был такой особенный ребенок, то сейчас буквально в конце ноября, перед тем, как вы знаете, у нас там Международный день инвалидов 3 декабря, тоже был небольшой опрос, который показал, что сейчас общество очень толерантно, в том числе и дети, они все готовы. Да, почему ребенок не может учиться в обычном классе? Каждый имеет право обучаться, но, как вы сказали, действительно, каждая ли школа может принимать на сегодняшний день ребенка? Да. У нас, как вы знаете, в сфере школьного образования около 80 тысяч учителей, и, конечно, в один день обучить их или повысить квалификацию именно по работе с детьми с особыми образовательными потребностями, на сегодняшний день недостижимо. Сегодня у нас Республиканский институт повышения квалификации разработал 2-часовой модуль при повышении квалификации. Любой педагог, учитель физкультуры, физики или химии при повышении квалификации в обязательном порядке прослушивает этот курс. Это как ознакомительный курс, что у него могут быть такие детки. Когда вы задали вопрос о том, что это должно быть по нозологиям, допустим, нарушение опорно-двигательного аппарата и тому подобное, конечно, дать эти все знания обычному педагогу, когда институт Арабаева готовит на уровне бакалавриата этих специалистов, невозможно дать. Но когда ребенок приходит в школу, мы смотрим, по какой программе он может обучаться. И в зависимости от этого же учитель осуществляет для него индивидуальный подход. Сейчас у нас разработана и 72-часовая программа повышения квалификации. Мы ее потихонечку внедряем, но она у нас будет разбита, как вы сказали, уже по нозологии. Считаем класс. Да, то есть у нас, особенно города. Да, и учитель один, хотя по стандарту 20 человек должно быть. И еще инклюзивный ребенок, да, то есть в программе, а там специальная программа. Как разорваться учителю?
Вот что, как вот учить ребенка? Первые полгода он ознакомливается с характеристикой, с любыми документами, которые ребенок и родитель приносят в школу. Первые полгода, да. И один учитель, да, вот кто мы ответите. и вот по документам, да, и по наблюдениям они смотрят, если у ребенка есть трудности в обучении, то составляется индивидуальный учебный план, который вот, Салтанат Столбековна тоже вот, оказывала содействие в разработке и утверждено министерством к этому формату, индивидуальному учебному плану, который будет разрабатываться в отношении ребенка, у которого есть проблемы в обучении, будут прописаны различные мероприятия, которые будут помогать ему в дальнейшем развиваться. Понятно. Да. Ресурсы я еще. На самом деле же точный. Анара, понятно, как вы отвечаете, но Анара говорит из методического залога, что есть способы работы с такими детьми, то есть разработанные методики, службы специального сопровождения таких детей, и это все правильно и понятно, это в пилотном режиме мы отрабатываем. Но Алмаз и аудитория, наверное, с другого же будет залога задавать. Общеобразовательная школа массовая не готова работать с такой категорией детей. И вы сказали, Алмаз, сопротивление, но оно понятно. Вот никаких иллюзий лично у меня по этому поводу нет. Что школа будет всячески отпихиваться от такой категории детей, и не потому, что они плохие. Необходимо соответствующее обеспечение этих школ, прежде чем что-то требовать. Школу нужно обеспечить и кадрами, которые способны с этим работать, и адаптированными учебными материалами, которые необходимы для детей. Причем там тоже индивидуальный подход. Да, это все необходимо обеспечить школам. И специальные службы обеспечения, сопровождения психолого-педагогического, они должны быть доступны для школ. Потому что если пришел этот ребенок, и если я как учитель некомпетентен, то я бы просто даже исходя из профессиональной своей позиции не стал бы с этим работать, потому что я не знаю, не умею, я боюсь навредить. В этом смысле мы пока не готовы. И это справедливая постановка вопроса. Но, как говорил Салтанат Столбековна, для этого разрабатываются политики. Под эти политики верстается бюджет. То есть мы надеемся, что вот политика, о которой мы сейчас говорим, образовательная, это не просто там документы написаны. Вот на реализацию этих планов. Но государство в этом смысле участник и основной участник, основной субъект. И это долгая дорога. Это если вот сейчас концепция принята, и закон появился, это не значит, что завтра с 1 сентября мы сейчас пойдем и начнем школы стучать кулаком по столу, почему не берете детей. Вот этого вообще не должно случаться. Школы нужно готовить и, во-первых, обеспечивать ресурсно, чтобы они сумели с ними работать, а потом только требовать. Я так понимаю, Валентин Карлович и Салтанат Столбековна, что сейчас на бедного учителя нашего вешать это не будет. Это будет отдельный преподаватель, я не знаю, там, отдельные ассистенты, штат выделенный, да, и отдельные помещения или как-то, или дополнительная мебель. Но я знаю, что 2000 с лишним школ, они не все отвечают требованиям ГОСТа, строительных норм, стандартов. А если даже новые школы, я вот проезжал, и мы делали мониторинг, да, если есть пандусы, они тоже не соответствуют стандартам. Если где-то соответствует, то внутренние помещения, там, элементарные двери, порог свыше 4 сантиметров, я не говорю о туалетах и 5-10, где невозможно проехать с коляской, да, и тем более вот эти сложности. И у меня вопрос здесь, сейчас вопросы задают соцсети. Назгуль Турдубекова. Почему у нас инклюзивное образование в Кыргызской республике плохо развивается? Такая же похожий вопрос Аида Бейшенова задает. Почему результатов не видно? Это может быть общий вопрос, да, и можете ответить.
Да? Хорошо. Ну, во-первых, Назгуль Турдубекова сама работает именно в проектах, связанных с инклюзивным образованием, и она, как никто другой, работает непосредственно со школами, и она должна понимать, насколько есть трудности. Трудности не потому, что, допустим, государство не хочет это реализовать, а трудности потому, что, во-первых, родители этих детей, которые имеют особо образовательные потребности, не всегда стремятся отдавать ребенка в массовую школу. Они боятся стигматизации. Да? Они боятся, они боятся того, что родители других детей будут сопротивляться, чтобы с их детьми учился этот ребенок. И я думаю, что, как вот Валентин Карлович подчеркнул, что принятие концепции и ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов, это не значит, что мы сегодня все 2289 школ откроют двери и будут принимать детей. И закроем вот эти интернаты, да? Да, и закроем все специализированные организации. Говоря об интернатах, я бы хотела сказать, что если вы возьмете любую другую страну, кроме Кыргызстана, это и постсоветская страна, европейские страны, мы в составе различных делегаций со стороны Министерства образования посещали и страны СНГ бывшие, то есть страны СНГ бывшего Советского Союза, и европейские страны, в которых есть специализированные учреждения, но они... В Финляндии я не была, но я сказала, да, она Райпайна, сейчас я закончу, да, нам нужно принимать опыт других стран, но накладывая уже, скажем, на нашу страну. Не всегда то, что, допустим, есть в другой стране, отлично подойдет и для нашей страны. В других странах есть специализированные учреждения для детей с тяжелыми нарушениями зрения. Мы понимаем, да, что на сегодняшний день слепой ребенок, к сожалению, не может обучаться в обычной школе, потому что ему нужен специальный ассистент, который бы ему помогал, ему нужны специализированные учебники, ему нужны какие-то адаптивные средства. На сегодняшний день у нас дети, которые имеют легкие нарушения интеллектуального развития, слуха, зрения, они обучаются у нас в массовых школах и, скажем так, при наличии индивидуального подхода. И когда вы задаете вопрос, один ребенок такой в классе 40 учителей, вы, наверное, имеете в виду те дети, которые имеют более тяжелые ограничения в здоровье, который раньше обучался в специализированной школе и был, скажем так, принят уже в массовую школу. Да, здесь уже требуется индивидуальный учебный план, здесь у нас педагогический консилиум с привлечением узких специалистов, которые будут для этого ребенка разрабатывать свою программу и свой образовательный маршрут. К этому вопросу, вот нам Турдубекова задает вопрос, почему называют коррупционные тусы по инклюзивному образованию и ничего не двигает давать. Но я хотел бы здесь уточнить. К примеру, я знаю... Еще раз вопрос скажите. Да. Коррупционные тусы по инклюзивному образованию. Почему, говорят, вас всех называют так? Или, да, дети вот инклюзивное образование, допустим, даже в Баткена приезжают в город, да, и они хотят вот инклюзию пристроить в школу, потому что родители работают, да, ну, понятно, да, а вот садики не берут, школу не берут, ну, хотя бы там вот, да. Конечно, есть у нас программа, закреплен обучение на дому, но нужно проходить в 30-й школе у нас по 2 дням, на вторник или четверг, да, нужно туда проходить, и там есть комиссия специальная, которая потом направляет психиатру, да, там диагнозом ставит и куча документов, и потом они определяют какую-то вот школу для инклюзии, да, к примеру, да, или же вы, говорят, Министерство образования отправляете какие-то там учреждения, не знаю, краснореченские. Наверное, вот здесь больше, говорят, бюрократия, да, мы знаем, что эта бюрократия иногда может быть коррупционная, я не знаю, но вот такой вопрос поступил. Назгуль Усеновна смотрит нас в прямом эфире. И то, что вы привели пример, это не бюрократия, это то, что закреплено в Кодексе о детях, статья 37. Направление специализированной школы-интерната осуществляется по заключению психолого-медико-педагогических консультаций. Да, это везде. И не обязательно человеку приезжать за Баткена сюда, потому что у нас на сегодняшний день в республике функционирует 26 психолого-медико-педагогических консультаций. К сожалению, только 2 у нас работают, скажем так, которые закреплены юридически. Это в городе Бишкеке. У нас есть еще республиканская ПМПК. Остальные работают на общественных началах, но тем не менее они не работают. И по надомному обучению. В 2018
2016 году было постановлением правительства утверждено положение об организации индивидуального обучения детей на дому, согласно которому ребенок, имеющий нарушение в физическом развитии, это после перенесенных операций, заболевания крови и тому подобное, есть специальный перечень, который утвержден совместным приказом Министерством здравоохранения, Министерством образования, и по направлению медицинского учреждения, то есть поликлиники, ЦСМ, да, или ГСВ, ребенок принимается на надомную форму обучения и в своей же школе. А дети, которые имеют интеллектуальные нарушения, они уже на основании заключения психиатра и заключения психолога, медико-педагогической консультации. Они это могут все услуги получить уже по месту своего проживания. Значит, который в прессе идет такая реклама, что у нас уже инклюзия, что просто многие родители, оказывается, есть инклюзия и могут определять детей школы или дошкольное обучение и специальные программы. Значит, этого пока у нас нету. Не, мы к этому идем. Говорить о том, что у нас нету, такого невозможно. Я же вам говорю, что те дети, которые на сегодняшний день обучаются в обычных школах, они не обязательно должны проходить через ПМПК. Нарушение, допустим, частичное нарушение слуха, да, частичное нарушение зрения. Почему? Да, как бы он сразу должен идти через ПМПК. Значит, есть вот вопрос Турдубекова, почему нельзя? Можете? У меня к вам просьба. Да. У вас есть, наверное, и другие, не только Назгуль Турдубекова. Долгое время являлась советником министерства. И очень странно от нее какие вопросы слышать. Почему? Потому что она, как никто другой, знает результаты каждого из нас. Да. Очень странно. И еще хотелось добавить. В первую очередь, мы здесь сидящие, в первую очередь думаем о ребенке. Мы же... Какие вопросы слушать? Почему? Каждого из нас, мы здесь думаем о ребенке. Мы же хотим права. В этом вопросе нужно проводить в дальнейшем все вот эти вопросы, показывать нам, даже усилить работу информационного плана. Потому что есть ПМПК, как его проходить, где он находится. Это тоже алгоритма, значит, это наша задача. Усилить информационную кампанию с родительскими сообществами. И вот сеть Диалог, которая сейчас очень хорошо работает и действительно является сильной сетью, которая продвигает интересы ребенка, она тоже должна стать партнером в этом направлении. Проводить информационно-разъяснительную работу среди родительского сообщества для того, чтобы родители правильно могли реализовать права своего ребенка, особенно в условиях пандемии, которую мы сейчас переживаем. Установлены механизмы министерства по повышению информированности организаций местного самоуправления, учителей по инклюзивному образованию. Но частично вы ответили, вот кто может добавить? Да, конечно. Сети Джамары, которая работает на юге республики. Через нее были реализованы очень многие проекты. Что мы сейчас делаем? Согласно плану мероприятий у нас заложена информационная политика, информационно-различные кампании. Это должно было осуществляться при поддержке наших партнеров. Но, к сожалению, это все было заложено на 2020 год, но, к сожалению, пандемия, которая возникла, привела к тому, что многие доноры, спасибо им за это, все свои средства направили именно на борьбу с коронавирусной инфекцией. У нас вот здесь присутствуют доноры, которые именно помогали детям в трудной жизненной ситуации по обеспечению средств индивидуальной защиты, семьям помогали. И поэтому вот та работа, которую мы предполагали, что у нас будет очень так активно, это были и видеоролики, это были и различные мультипликационные фильмы, которые должны были транслироваться в средствах массовой информации. Мы думаем, что сейчас, с 2021 года, начнем уже активно в этом направлении работать, именно по повышению информационного. У меня последние вопросы для всех, они одинаковые. Да, вот я хотел бы определить уровень взаимодействия партнеров. Мы знаем, что вот официальная помощь развития, которую наша страна получает от доноров, именно от государств, которые входят в эту организацию. Как вы можете определить, Владимир Карлович, взаимодействие с партнерами? Понятно, с некоммерческими организациями, которые реализуют гофорганам в этом случае, да, и, может быть, даже какими-то местными сообществами,
какой уровень средний, именно теплый, холодный, как вы оцениваете вообще? То есть всегда ли открыты партнеры вам, ну, двери или какие-то вещи? Ну, мне как-то в единицах измерения это сложно сейчас описать. Ну вот просто практический пример. Ну вот то, что, например, касается концепции. Да, в разработке концепции, понятно, участвовало Министерство образования, организовывало эту работу, но эксперты были представлены из гражданского сектора. Часть этих работ финансировалась донорским сообществом. Теперь вот, когда была концепция написана, разрабатывался план реализации концепции. В плане реализации концепции есть специальный параграф, наверное, назовем, финансирование. Расписаны цели и задачи, механизмы реализации и доноры свой вклад, собственно, который они могут сделать в реализацию концепцию, там прописывали. Ну, то есть, ну, все познается в сравнении, но если вот, Алмаз, вы говорили про 20 лет назад, когда бы вот как-то донорское сообщество старалось, ну вот как-то мы вот здесь немножко работаем, здесь как-то работаем, и особой, ну, нельзя сказать, что не разговаривали, да, с органами власти, нельзя сказать, но вот все-таки это была достаточно изолированная деятельность, относительно изолированная деятельность друг от друга. То сейчас я говорю, это вот мы на уровне формулировки этих целей и задач, на уровне верстания бюджетов разговариваем об этом. Это технический момент, но он описывает уровень партнерства. У нас существует донорский координационный совет доноров, партнеров в образовании, где мы встречаемся. Это всегда обязательно случается с представителями министерства там, собственно, председательствует. У нас есть координационный совет, собственно, по инклюзивному образованию при министерстве. Ну, то есть, по крайней мере, есть вот эта добрая воля нашу деятельность координировать, согласовывать, договариваться, потому что, с одной стороны, донорское сообщество заинтересовано в значительной мере в том, чтобы то, что мы делаем, институализировалось. Те продукты, которые мы производим в рамках наших проектов, находили свое место в системе образования, они тиражировались, ими пользовались. А это невозможно сделать без государства. С другой стороны, государство, определяя государственную политику, хочется думать так, видит нас ресурс, который, собственно, этому содействует. И это пространство для договоренности. Я думаю, что... Ну, Алмаз, короткий ответ. Мне кажется, что сейчас дела обстоят намного лучше, чем это было, там, не знаю, 15-20 лет назад. Вы сейчас вот фондом Сорос Кыргызстан, с ЮНИСЕФ, с Азиатским банком развития, со Всемирным банком. С другими государственными органами, вот, кто вовлечен в этот процесс, это Министерство труда и социального развития, Министерство здравоохранения, да, с которым мы как бы проводим работу и по раннему вмешательству, и по созданию ресурсных центров. Вот Министерство труда и социального развития уже у них есть конкурс по государственному социальному заказу, знаете, да, и мы просим, чтобы они в рамках реализации этой концепции больше открывали ресурсных центров для детей с ограниченными возможностями здоровья. Но, к сожалению, этого, наверное, видно вам и по вопросам, которые нам задаются, есть неправительственные организации, которые не хотят сотрудничать с государственными органами, и, скажем так, они сами по себе стараются реализовать, возможно, иногда даже ошибочно, те свои видения или через что они видят, да, и не всегда, возможно, это приводит к положительным результатам. И, к сожалению, тогда у общества создается мнение, что у нас инклюзивное образование не продвигается. Ну вот донор же отбирает, почему как бы, то есть, партнеров, да? Ну, это не к вашим общим, да, а специальная помощь развитию. Я знаю, что инклюзивное образование, вот многие партнеры, как вы перечислили, они поддерживают в той или иной мере, и у каждого свои представления, нет как бы вот стандарта, понимания, да, и вот здесь как раз Гульмира Маматкеримова, если, ну, первый вопрос, мониторинг исполнения вот, конвенции, ну, не конвенции, наверное, программы инклюзивного образования. Я знаю, что в программах есть индикаторы обязательно, вот, тем более первый этап прошло, да, теперь до 2023 года второй. И какие планы на этот год, приоритеты, результаты, ну, то есть ожидания в конце года, и стоит ли ожидать ускорения всех процессов,
как министерство видит взаимоотношения с НПО и экспертным сообществом, ну, то, что мы, последний вопрос касательно. Кратко, и вот я хотел бы еще вас задать вам вопрос. Вот скажите, ваше вот взаимодействие с донорским организациям, вот партнерами, не обязательно это Министерство образования, да, в виде школы, да. Мы знаем, что многие вещи на балансе стоят инфраструктурные, это местное самоуправление. Как вот с городами, да, или селами? Мы в этом направлении стараемся работать с донорами тоже. Кроме системы образования, как вы правильно заметили, мы стараемся делать акцент именно на устойчивости. И здесь нашим партнером является ГАМСМО. Так как у нас требуется привлечение, мы работаем с ними и проводим общественные слушания, куда мы приглашаем наши родительские сообщества. У нас есть по всей республике 62 родительские группы самопомощи. И их представители активно участвуют в организованных общественных слушаниях и на встречах группы совместного мониторинга и оценки, которые уставно закреплены и постоянно функционируют теперь при каждом ГАМСМО на уровне каждого района. Но в этом направлении тоже нужно продолжать работу, потому что это совершенно новое для нашей страны. И в условиях перехода на программное бюджетирование нам нужно проводить повышение потенциала членов вот этой группы, которая будет проводить мониторинг всех процессов бюджетных, на которые будут выделяться средства из местного бюджета. То есть нужно проводить комплексную работу. Да, работа проводится, и нужно проводить работу и с государственными органами, и с родительским сообществом, и с молодежью как отдельной категории волонтеров, потому что во всем мире за счет волонтерства очень много результатов можно достигнуть. Я хотел бы, вы довольны уровнем взаимодействия с партнерами? Конечно. Или кем-то больше, кем-то меньше, кто-то или со всеми хорошо? Нет, мы должны стремиться к совершенству в вопросе образования. И с каждой выполненной задачей у нас появляются совершенно новые две задачи. И должна быть здоровая самокритика. Мы даже недовольны результатами своей работы. Вот. И если нет аналогов, то не с кем и сравнивать. Не было аналогов. Сейчас мы выстраиваем ту модель, которую мы сами создавали. И постоянно оттачиваем. И мы благодарны тому, что политически Министерство образования и науки нас поддерживает. И донор тоже, донорское сообщество. Я очень довольна. Но я же говорю, мы должны ставить здоровые задачи. И то, что вот вы говорите, инклюзивное образование, к сожалению, все равно сводится к тому, что мы говорим, все-таки в голове представляем специальное образование. И все вопросы, которые задают, не может специальное образование заменить инклюзивное образование. И наоборот. У всех детей разные потребности. И наша задача в сфере образования – развить самостоятельную личность. Это та идеология, которая была заложена 10 лет назад в рамках нашего проекта. И если ребенку специализированное образование показано, то почему бы и... Тем более существует, если мы возвращаемся к концепции, которая была разработана в связи с принятием нашей страной Конвенции о правах инвалидов, там же есть статьи, которые трактуются, что для глухих и слепых детей специальное образование. И родитель, который является законодателем прав ребенка, у него должен быть выбор. А мы сейчас этого выбора просто лишаем. И это неправильно будет в вопросах реализации прав. Обязательно. Это наоборот. Наверное, в аудитории и в общественном мнении складывается впечатление, что мы пытаемся противопоставлять, отменять специальное образование. Вот это, по моему мнению, неверное представление. Спецшкола имеет, специализированные школы имеют свое место.
У нее есть своя функция, очень важная. Я про Финляндию не могу сказать, но мы смотрели Литву, а они такие флагманы, все из себя чемпионы инклюзивного образования. У них 40 спецшкол. При населении, по-моему, в 2 раза меньше, чем у нас. Даже по-моему, больше, чем в 2 раза. Но при этом у них есть очень грамотно выстроенные, очень эффективные службы сопровождения, раннего выявления, которые встроены в общеобразовательную школу. В этом смысле вот это очень неверное представление, что, вводя инклюзию, это борьба со спецшколами, это очень неверное представление. Да, можно я добавлю? В условиях показывает колоссальные результаты. Не должны они забывать. И развивая инклюзивное образование, мы должны вариативность расширять условия. И моих друзей тоже дети вот аутизмом, да? Здесь вот Лариса Кузнецова задает. На самом деле я знаю, что вот центры по аутизму, где особыми потребностями детей, да, очень мало, и они платные. Если государство обеспечит, или когда оно обеспечит, это мой вопрос от Кузнецовой больше всего, и где настоящие вот инклюзивные школы в виде проекта экспертов, вы же говорили, да? Расскажите об этом, или дошкольные. Сколько их, чтобы вот сейчас это задают? Да, конечно. У нас впервые сейчас, как Салтанат Калбековна отметила, отдельно для детей с расстройством аутистического спектра 8-м приложением в стандарте именно оговорено условия обучения этих детей. Именно В каких школах? И это пилотируется в 3 школах. Каких? Это школа номер 8 города Нарин, школа номер 18 города Муш и школа номер 1 Чувской области села Лебединовка. Все эти школы по уровню пилота применяют, реализуют этот стандарт именно 8-е приложение по детям с расстройством аутистического спектра. Другое дело, кто умеет диагностировать этот раз. Как Салтанат Калбековна уже отметила, очень много неправительственных организаций сейчас, к сожалению, проводят неправильную политику, что является одним из барьеров реализации вот этого пилота. Но мы над этим тоже работаем. Когда детям неправильно ставят этот диагноз. Раз, это, как сказать, как модное стало. Каждый 3-4 ребенок не может быть раз. Нужно проводить соответствующую диагностику. В этом направлении работа ведется, но нужны еще усилия, чтобы квалифицированные специалисты могли диагностировать именно раз. И работать с этими детьми. Очень много организаций, вот, рука в руке, очень много. Они хорошие работы проводят, но надо проводить работу и в регионах тоже. Рождаемость детей растет, и нужно проводить специальные курсы для невропатологов, которые вот работают с да, чтобы они могли правильно, еще раз подчеркну, правильно диагностировать раз. Хотел бы сказать, нужно чем раньше, тем лучше идет. Если мы пропускаем определенное время, там, после 3 лет максимум, да, мы как бы теряем детей, и поэтому ранний диагноз, я не знаю, как здравоохранение, вот как определить этих детей, вот большая проблема. Да. И есть очень маленькая невидимая разница между алалией и раз. И когда эта разница переходит в неправильную сторону, там в дальнейшем в связи с физическим развитием ребенка могут быть большие для конкретного ребенка. И это очень невидимая грань. Но потом это может быть большой проблемой и для ребенка, и для родителей. Нужно в этом направлении проводить сложную и аккуратную политику. Да, да. Еще, наверное,
и к системе здравоохранения для того, чтобы они усилили подготовку именно психиатров. На сегодняшний день, насколько я знаю, у нас в республике всего лишь 9 детских психиатров, да, и действительно не всегда в районах правильно ставится ребенку диагноз. Есть такие моменты, когда родитель просит врача вот поставить диагноз расстройство аутистического спектра, или, как говорят еще, аутизм. Просто-напросто родители просят: напишите, чтобы я говорила о том, что у моего ребенка вот такой диагноз, а не такой. К сожалению, такие моменты тоже случаются, да. Ну вот сама Лариса работает на юге, она как бы тоже работает с детьми, с аутистами, у нее очень много работы, да. И те вопросы, которые поднимает, конечно, актуальны. Сейчас, к сожалению, на уровне государства у нас не получается открытие вот таких центров, потому что у нас нет специалистов. Но я думаю, что год-два, и вот когда, вот, скажем, та же и Лариса нам будет помогать, да, когда она после того, как проведет свои пилоты на юге страны, уже поможет, какими-то методиками поделится, когда мы уже можем открывать уже и на государственном уровне. Государственно-частное партнерство, да? Допустим, ее же организацию, Конечно, да, из да, бюджета, это можно, если даже да. нормативный какой-то бюджет выделить, чтобы родителям очень тяжело. Я знаю, что в город Бишкеке, да, допустим, в месяц $500, ну, я не знаю, это вот там средняя цена, да, ребенка расположить в этом учреждении или в центре, да. Поэтому, ну, это большие деньги, не все родители могут заработать. Поэтому Очень хорошее предложение, я думаю, да, что можно будет рассмотреть в рамках государственно-частного партнерства. Но все-таки мы завершаем быстро, я думаю, очень интересная тема. На это можно, к сожалению, говорить очень долго и много, но у нас время, мы зажаты во времени, тем более нужно ваше время ценить. И я вот подытожу, да, если позволите. Ну, в общем, государство делается, партнеры помогают технически и финансово. Есть для реализации организации гражданского общества, неправительственная организация, которая узкоспециализированно, масштабно работает в инклюзии. Но вся беда, мне кажется, что это отсутствие ресурсов, а именно финансовых ресурсов, которые государство должно выделять. Да? Но когда у нас, в принципе, от этого больше зависит, если это все будет, конечно, будет выделяться деньги на инклюзию, на поддержку ресурсов для школ, чтобы детей и садиков, чтобы специально подготовленные лица принимали, чтобы у родителей были альтернативы или отдать специализированную школу, ну, допустим, там же комплексные меры, там, допустим, общество глухих, там, немых, да, или вот специальные школы, или даже по зрению, да, к примеру, да, это вот, или отдельно, чтобы обучал их рядом в местной школе. Вот такое, да. И я думаю, что это все вопрос зависит от нас с вами, как мы будем требовать от государства, от правительства, чтобы инклюзия двигалась вперед и быстрее достигала те результаты масштаба. Да? Поэтому все зависит от нашего бюджета, нашего правительства. Но мы тоже об этом должны поднимать вопрос, говорить, чтобы финансировались. А так органы, вот, партнеры в листе 3 всегда готовы. Я хочу еще раз поблагодарить вас, что уделили внимание. Я хотел бы представить, с нами были в гостях Мамбетова Салтана Столбиковна, ведущий специалист дошкольного и школьного образования Министерства образования, Валентин Карлович Дейчман, главный специалист, главный гуру фонда Сорос Кыргызстан по образованию. Да, очень много инициатив. Спасибо вам, что вы пришли. И Анара Надирбекова, которая много делает в фонде Евразии и Центральной Азии, реализует замечательный проект. Это только вот одна из некоммерческих организаций в нашей стране. Спасибо вам за вашу деятельность и до новых встреч. Спасибо коллегам, которые вопросы задавали. Да. И аудитории. Спасибо им за их работу. Остальные вопросы я оставлю. Да, обязательно. Спасибо вам большое за то, что организовали.
делиться информацией о том, как у нас происходит реализация программы концепции инклюзивного образования. Встретились вот с донорами и с партнерами, которые рассказали свое видение, свои какие-то либо трудности, да, или риски, которые у них возникают при работе. И пользуясь случаем, что нас смотрит очень широкая аудитория, наши партнеры, организации, с которыми уже давно работаем, хотелось бы призвать всех работать сплоченно, едино, во имя блага каждого нашего ребенка. Мы